Все, кто смотрел фильм «17 мгновений весны», наверняка помнят. В этом популярнейшем советском телесериале есть такой эпизод, когда Гиммлер приходит к Борману и говорит: «Фюрер больше не способен управлять государством. Фюрер должен уйти». Как многие в Таджикистане знают, титул, который присвоил себе Эмомали Рахмон Пешвой Милад, это тот же самый титул, который присвоил себе Адольф Гитлер, фюрер нации. Гитлер говорил: «Я– это Германия, Германия– это я». Точно так же последователи и фанатики таджикского фюрера сегодня говорят: «Наш Пешво, то есть фюрер– это Родина». А все, кто с этим не согласны, предатели Родины, государственные изменники и так далее. При этом последователи таджикского фюрера не способны в силу своей зомбированности увидеть очевидное противоречие. Оно не только в том, что их так называемая родина может умереть, и что он вообще все хуже выглядит и все хуже соображает. Нет, нет, у них в зомбированной головной коробке, там, где у здоровых людей находится мозг, есть переключатель. Потому что как только фюрер умрет, их фюрер умрет, и в случае, если его место займет его сын, у фанатиков зомби появится новая родина. Обдолбанные пропагандой зомби в принципе не способны видеть разницу между понятиями государство, страна, правительство, власть и родина. Все эти понятия для них размыты и представлены опухшей от алкогольной невоздержанности физиономией их фюрера. Все, что не делает их фюрер, его прихвостни во власти, будучи организованной преступной коррупционной группировкой, якобы делается для народа и от имени народа. Но почему-то при этом страдают люди, которые и есть тот самый народ. Как я уже говорил, Эмомали Рахмон является основателем и главой этой семейной мафии и околосемейной организованной преступной коррупционной группировки, которая душит народ и экономику Таджикистана. При этом совершенно закономерно, что убивающий государство, страну, нашу родину, Таджикистан, высасывающий все соки из нашей родины и нашего государства, спрут, стал угрозой не только для народа, для страны, для государства, но и для самого себя. В связи с ухудшением здоровья Эмомали Рахмона драконьи головы все более открыто ведут между собой борьбу за власть. Внутрисемейные группировки, одна из которых за приход к власти Рустама Эмомали, другая группировка боится потерять власть и концентрируется вокруг дочери царя Озоды Рахмон. В эту группировку, по мнению экспертов, входят главы МВД, ГКНБ и генеральный прокурор. Знаменитая фраза «Фюрер больше не способен управлять государством» из уст главы СС звучит в сугубо конфиденциальных переговорах, но тот, кто ее слышит, боится подставы. Плохо это или хорошо? Вообще, давайте зададимся вопросом, насколько хороша ситуация в Таджикистане и будет ли лучше после ухода Рахмона. Закончится ли рахманизм и диктатура? Или, скажем, если мы спросим у себя, с каким знаком, со знаком плюс или минус, мы оцениваем эпоху правления Эмомали Рахмона. Вопрос вполне уместен, потому что уже пора подводить итоги. Окончательную оценку потом даст история. Сторонники твердой и жесткой руки, как правило, это также поклонники Гитлера, Сталина и других диктаторов, имеют свои ценности, надо отдать им должное. Во главу угла они ставят порядок и покорность, мир и стабильность. И я удивлю фанатиков таджикского фюрера, заявив, что я большой сторонник мира, спокойствия и порядка в государстве. Ведь вопрос,
Весь вопрос в том, какой это порядок и для чего он существует. Разве в развитых европейских странах не царят мир и порядок? Порядок начинается прежде всего в голове, а рыба, как мы знаем, тоже гниет с головы, и тогда ни о каком порядке говорить не приходится. Тогда это называется бардак, тогда это называется беспредел чиновников-казнокрадов, как раз то, что мы видим в Таджикистане. Разве мир и порядок существуют не для развития государства и во благо людей? Вся разница заключается в трактовке понятия «благо народа». Как я уже говорил, во благо народа диктаторские режимы сажают людей за неосторожные слова в соцсетях, за желание жить лучше, за требование справедливости, за требование уважения к личности и достоинству человека. Отличие рахмоновского диктаторского режима от диктатур Гитлера и Сталина в том, что он установил коррупционный полицейский порядок для собственного обогащения и обворовывания народа для бесконтрольного казнократства. Наступил критический момент, когда созданный диктаторский коррупционный полицейский порядок не только не дает развиваться государству, но и представляет серьезную угрозу существования самого государства и государственности Таджикистана. Фюрер должен уйти. Такие надписи впервые за 29 лет правления Рахмона уже появились на стенах домов, школ и в подземных переходах городов Таджикистана. Люди пишут «Рахмон истифо», «Рахмонов в отставку», «Баса зулм», «Долой гнет». Как отвечает полицейщина на это? Она ищет авторов надписей, арестовывает и жестоко пытает первых попавшихся, в том числе несовершеннолетних школьников. Согласно Ленину, а это должны прекрасно помнить бывшие, но перекрасившиеся, однако ментально оставшиеся коммунистами главы МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры Таджикистана. Так вот, согласно этой трактовке Ленина, признаки революционной ситуации – это когда низы не хотят жить по-прежнему, а верхи не могут управлять по-прежнему. Это как раз то, что происходит сегодня в Таджикистане. Фюрер уже не способен управлять государством. Созданная им коррупционная мафия не может остановиться воровать, сажать и убивать. Они по-другому не умеют, их мозги устроены только так. Хорошо это или плохо? Справедливо ли это? Я вас еще раз удивлю. Для истории нет понятий «хорошо» и «плохо», «справедливо» или «несправедливо». Подводя предварительные итоги уходящей эпохи диктатуры Рахмона, я скажу, что для новейшей истории Таджикистана с точки зрения исторической логики, логики развития исторических процессов, это было хорошо. Почему? Давайте посмотрим на ситуацию в динамике, в процессе, в историческом плане. 100 лет назад таджики жили при монархии под властью бухарского эмира. Несмотря на заявление Фрунзе с силой после 11-дневного штурма и непрерывных бомбардировок о том, что в Бухаре произошла социалистическая революция, такую телеграмму он отбил в ЦИК в Москву. Мы знаем из курса истории и исторического материализма, что гегемоном социалистической революции, главным ее условием должен быть пролетариат. Был ли пролетариат, существовал ли пролетариат в Бухарском Эмирате? Конечно, нет. Но мы также не можем не знать, что никакого пролетариата не было не только в Бухарском Эмирате, и, там, и в Кагане, и только формировался в Самарканде и так далее. Созданные советской властью так называемые социалистические республики в Средней Азии опирались на кадры из России и формируемую новую национальную, партийную и хозяйственную элиту. Таким образом, республики Средней Азии были искусственно перенесены через несколько формаций.
Буржуазные социал-демократические идеи о свободе, равенстве, братстве, свободе предпринимательства и неприкосновенности собственности – это те идеи, за которые ратовали джадиды. Эти идеи не только были враждебно приняты советской властью, но эти благородные идеи, на самом деле благородные, не были поняты населением с его патриархальным и патерналистским сознанием. И вот спустя лет после захвата Бухары и слома обычного хода истории стало очевидно, что Таджикистан вернулся к монархии. Оказалось невозможным в наших условиях совершить исторический скачок переноса или перепрыгивания через несколько формаций из монархического строя к социализму, минуя буржуазную революцию, минуя формирование рабочего класса, сильных и независимых профсоюзов, минуя формирование политической палитры, то есть различных партий, минуя формирование самого класса буржуазии. Как так получилось, что обычный вор, который начинал трудовую карьеру на маслозаводе и перебрасывал, по его признанию, по его словам, канистры с хлопковым маслом через забор, обычный хапуга, как называли подобных на советском производстве, Нисун, стал коммунистом. Потом он стал заниматься приписками в колхозе, то есть стал еще большим казнокрадом. Все, наверное, помнят узбекское хлопковое дело Гудляна Иванова. В Таджикистане должны помнить дело Ульджабаева. Его обвинили в хлопковых приписках и сняли с должности, которую он занимал, первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана, Таджикской ССР. На местах вот такие мелкие жулики воровали и приписывали, а потом наверху цифры не сходились, так же, как и сегодня. Но летели головы, попадавшие под горячую руку. Ну так вот, так называемый коммунист Рахмонов, начавший свою карьеру как казнокрад, воевал в 1992 году за восстановление советской власти в Таджикистане против независимости Таджикистана, потому что он был хорошо пристроен к кормушке в советское время. Только когда он понял, что независимость, доставшаяся ему в подарок страны, позволяет ему бесконтрольно воровать у своей страны, у своего государства, он тут же зарыл свой партбилет и отобрал у Компартии и присвоил все ее имущество в Таджикистане. Хорошие и достойные остаться в истории Таджикистана золотыми буквами люди, такие как Халифа Бобо, Хамидов, Тахир, Абдджабор, Отахон Латифи и другие, на самом деле написали для Таджикистана прекрасную конституцию, где сказано, что Таджикистан – это правовое, светское, демократическое государство. Однако бывший коммунист Рахмонов многократно надругался над демократической конституцией Таджикистана и стал монархом, готовым передать украденную, узурпированную в течение 29 лет власть по наследству своему сыну. История это уже зафиксировала. Рахмон совершил антиконституционный переворот и государственную измену. Все, кто вошел в организованную им преступную группировку по антиконституционному перевороту, являются его соучастниками и государственными изменниками. Хорошо это или плохо с точки зрения истории? Я вас опять удивлю. С точки зрения закона это государственная измена, а с точки зрения логики исторических событий это хорошо. И вот почему. Невозможно перепрыгнуть через формации. Таджикистан очень молодое, я бы сказал, юное государство. Несмотря на тысячелетнюю историю таджиков в составе разных стран, Таджикистан в нынешних границах начал свою историю с чистого листа, даже не 97 лет назад в составе СССР, как автономная республика, а потом как социалистическая республика, а всего 29 лет назад. Справедливости ради мы должны быть обязаны советской власти за то, что у нас больше нет
рабовладельчества. Вернее, нет на бумаге, но ментально, ментально, в сознании оно продолжает еще существовать в виде раболепия перед любым начальником, в виде рабской покорности, принять любого насильника над своей судьбой и в виде покорности судьбе, которую тебе навязали, а не ту судьбу, которую ты волен выбрать не только согласно закону, конституции, международным конвенциям, декларациям о правах человека, но и согласно божественным основам, заповедям, постулатам всех мировых религий о свободе и праве выбора человека. Господь Бог, Аллах дал человеку это право. Отнять у человека это право выбора, эту свободу, данные Богом, не вправе никто, даже самозваный фюрер. Однако отчасти правы и те рабы фюрера, кто оправдывает все его злодеяния тем, что так якобы было угодно Господу Богу. Я соглашусь, что да, так было угодно, если хотите Богу или истории, должен был состояться этот фейк, когда коммунист рядится в одежды демократии и становится главой мафии и строит монархию. Таджикистан под руководством Эмомали Рахмона вернулся во времена Бухарского Эмирата с его нравами и беззаконием, и бесправием. Иначе быть не могло. С патриархальным населением, с рабским сознанием, с отсутствием собственного рабочего класса и буржуазии мы вынуждены были откатиться в средневековье. Туда уже вернулась наша медицина, туда уже вернулось наше образование. Благодаря Рахмону выросло целое поколение, которое не видело перед собой ничего, кроме телепередач про то, что Рахмон – это Божий дар, а что Таджикистан – это рай на земле, а в Европе и в остальном мире разруха и голод. Буквально несколько дней назад Рахмон говорил об этом. Но почему же тогда, вы спросите, почему же тогда Рахмон был угоден истории? Парадоксальный ответ заключается в том, что потому что гражданскую войну в Таджикистане можно сравнить с тяжелой травмой, нанесенной молодому неокрепшему организму. Партийная коммунистическая советская номенклатура, которая развалила, на самом деле именно она развалила СССР и поделила СССР и все его богатства для того, чтобы монетизировать имущество КПСС и приватизировать государственное имущество, эта номенклатура сообразила, что легче поделить региональные пироги. Во многих республиках передел имущества произошел безболезненно, но таджикская коммунистическая номенклатура оказалась самым тугодумом и показала себя святее Папы Римского, то есть даже ЦК КПСС Советского Союза. Сам Рахмон воевал под красным знаменем за восстановление советского конституционного строя, в то время как СССР уже перестал существовать. Ну не дебилы ли, да, спросим мы. Конституция независимого Таджикистана была принята на референдуме только спустя 3 года, как перестал существовать Советский Союз в 1994 году. Так или иначе, травмированное юное тело молодого государства с многочисленными тяжелыми переломами нуждалось в фиксации скелета и костей для заживления. Ну, все знали, все знают, все пережили, наверное, многие пережили переломы различные и понимают необходимость гипса и фиксации переломов. Да? И вот Рахмон и его власть в определенной мере выступили в роли гипса для сращивания костей нашего государства, молодого и юного, и травмированного в годы гражданской войны. И Рахмоном были ограничены и запрещены свободы и права граждан и политические права.
И таджикская оппозиция боялась повторения конфликта после 1997 года и мирилась со всем, что не предпринимал Рахмон. Мирилась со всеми его поползновениями и попытками и действиями для узурпации власти, боясь повторения конфликта, для гипсования для заживления государства, для заживления трав. Однако, если человек изначально вор, проходимец и казнократ, он захочет не только продлить сроки ношения гипса, но и захочет зацементировать собственное выгодное положение и свою власть. Или, как у нас говорят в Таджикистане, сварить. Да? Сделать сварка кардан. Сварить небосвод. Зафиксировать. И Рахмон выступает по-прежнему против снятия гипса. Против того, чтобы колесо продолжало свое обычное, нормальное вращение и развитие. Чтобы мы не останавливались и не катились вниз, а двигались вперед. Рахмон по-прежнему пугает народ войной, чтобы продолжать бесконтрольно воровать. Но воевать никто не собирается. Больше никто не собирается воевать и проливать кровь. Нет ни одной реальной вооруженной оппозиции в Таджикистане, которая выступала бы за возобновление кровопролития или которая бы имела вооруженные группировки. Таджикская оппозиция сложила оружие вовеки в 1997 году и выступает против насилия. И Баса Зулм, довольно насилия, один из главных девизов и лозунгов таджикской оппозиции. Довольно насилия на долю Таджикистана и таджикского народа. И хватит врать и пугать народ, что, чтобы держать его в цепях собственного беззакония. Люди хотят перемен. И люди хотят бескровной смены власти. Рахмон уже много раз противопоставил себя Конституции, государству и Родине. Рахмон – это не Родина. Рахмон – это не государство. Рахмон – это вор, узурпатор и глава коррупционной мафии. История зафиксировала, что он не есть государство и Родина, когда он противопоставил себя государству, заставив чиновников присягнуть себе лично. Они присягнули до этого государству, в том числе офицеры, генералы. Они уже присягнули государству, родине. Но он заставил их присягнуть себе. Тем самым он противопоставил себя государству и родине. Он заставил их служить не родине, а себе. И гипсование травмы, благо для государства, обернулось угрозой здоровья и развития молодого таджикского государства. Молодой выздоравливающий организм растет, гипс ему давит, сжимает вены и артерии, деформирует скелет, деформирует растущие кости и позвоночник, делает из организма инвалида. Инвалида в коляске. Настало время снятия гипса. Артерии экономики задушены. Скованный гипсом организм не может на равных с другими соревноваться, получать знания, развиваться, расти, конкурировать. Он рискует остаться инвалидом и стать жертвой для других. Он уже не способен в инвалидной коляске с протянутой рукой, вечно протянутой рукой, вечно голодный, защитить самого себя. Он охвачен многочисленными вирусами в виде коррупции. Он уже не способен трезво оценивать ситуацию, адекватно реагировать на то, что происходит вокруг и с ним.
Он превращается в больного и физически, и ментально, с когнитивными, то есть умственными отклонениями юношу, у которого было прекрасное будущее, но который становится изгоем, посмешищем и жертвой в окружении тех, кто может его съесть со всеми потрохами. С точки зрения исторической логики, я на это надеюсь, должен сработать иммунитет молодого организма, его сопротивление вирусу. Должен быть выработан иммунитет против вируса диктатуры и беззакония, против узурпации власти и беспредела коррупционеров-казнокрадов, против монархии, для восстановления конституционного строя демократического светского правового государства Таджикистан. Именно в этом заключалась миссия Эмомали Рахмона. Быть тем вирусом, против которого должен выработаться иммунитет. Против узурпации, против монархии, против беспредела и беззакония. Благодаря годам трудовой миграции в России и Казахстане у нас в Таджикистане уже есть свой пролетариат. Благодаря годам обдирания народа у нас уже есть своя буржуазия, какая бы она ни была. Эта буржуазия должна быть заинтересована в свободном настоящем развитии экономики своей родины, а не так, как сейчас. Таджикистан должен свободно торговать с Россией и Китаем, стать мостом между Китаем, Россией, Средним и Ближним Востоком и Европой. Это необходимо для Таджикистана, который может превратить неудобное географическое положение в свое преимущество. Такой Таджикистан, будущий Таджикистан, выгоден России. Это выгодно Китаю, это выгодно Европе. Должна нормально в интересах государства, а не кармана рахмоновской мафии заработать таможня. Эта таможня должна делать отчисления напрямую не в карман Рахмона и его мафии, а в бюджет государства. Тогда Таджикистан сможет платить нормальные достойные зарплаты для учителей, для врачей, развивать экономику. Должны вернуться миллиарды долларов в страну, которые выведены в офшоры. Должны быть построены Рагун, железная дорога между Китаем и, допустим, Узбекистаном, железная дорога в Афганистан. Были планы, но это все не реализуется. Откладывается еще на следующие 30 лет. Газопровод в Китай. Должны заработать фабрики и заводы с использованием передовых западных технологий. Должны быть созданы рабочие места, возвращены на родину к своим семьям и беспризорным детям трудовые мигранты, которые бесправны, которые брошены. Хватит воровать и вывозить награбленное. Гипс должен быть снят. Фюрер должен уйти. Всего вам доброго.